Приветствую всех из холостяцкого логова, из настоящего. Я зашел в гости к Максиму Егорову. Это человек, который занимается туристическим бизнесом, человек, который возит людей в Аймекон. Давайте с ним побеседуем. Интересно, что он расскажет. Расскажи, во-первых, как тут мотоцикл оказался на 8-м этаже. Если вот поставить гараж, то будет дорого, а заморозить его как-то побоялись, может что-нибудь случится за зиму, поэтому лучше в теплой квартире. И благо в этом доме лифт большой был, по лифту. Да, вообще, да. Не боялись, что лифт может там сломаться? Да? Нет, он весит не тяжело. Ясно. Ну, что, рассказывай, что у тебя за бизнес, когда ты начал этим заниматься? Начал заниматься в 2015 году. Сначала нелегально, конечно, начал без фирмы там. Потом уже в 2016 году оформил туристическую фирму Аймекон Тур. Потом постепенно стал работать. Везем туристов в Аймекон, иностранцев, местных. Летом в основном местные из других улусов. Те, кто не видели горные Якутии. И что странно, то это наши клиенты это в основном женщины от 40 до 65 лет. Серьезно, что ли? Да, потому что в Якутии в основном этот контингент путешествует по Якутии. Например, из 10 человек бывает только 2 мужчины, или даже 1, или чисто из 8 человек только женщины бывает. В 2002, по-моему, когда я учился в 10 классе, у нас прошел первый или второй фестиваль «Полюс холода», международный фестиваль. Там вроде бы пели или танцевали с школой. И вот приехали туда иностранцы, из Африки были, из Ямайки. И я уже заметил тогда, что наш родной край имеет большой потенциал. И в будущем я подумал сразу, что сюда приедут очень много иностранцев, и можно на этом уже строить свою карьеру и заработать денег, да? А с чего начиналось? Вот, допустим, твой первый клиент, это кто был? Потом, по порядку расскажу. Давай. Потом поступил в охотоведение, себя связывал всегда с природой, с охотой и с рыбалкой связывал всегда. Потом работы не было, сразу поступил в ЯГУ, закончил в 2012 и тоже специальность природопользования плюс экология и отдел туризма закончил. Диплом записал по развитию туризма в Аймеконском районе. Диплом такой написал и сдал на отлично. Потом я гнался за быстрыми деньгами после этого, после университета. Там где-то подрабатывал, где-то таксовал, да. Потом годы летели, и вот уже начал задумываться, что моя мечта-то была развить туризм, работать в сфере туризма. Потом я не знал, что делать по документам, с чего начать я вообще не знал. Потом встретился с всякими людей с опытами. И вот у них узнал, как открыть эту турфирму, с чего начать. Потом 2015 года я начал возить в Аймеконских селях по объявлению, чисто по WhatsApp. Людей начал возить, где-то 3 рейса сделал. Потом уже следующего года уже открыл ООО Аймекон Тур. И сайт открыл себе. Сначала почти 2,5 года работал чисто один, потому что я хотел привлекать молодых людей, тех, кто интересуется туризмом. Только
им была нужна гарантия минимум 40 тысяч в месяц. Я такой предоставить не мог, поэтому работал один. А когда клиенты появлялись, я нанимал людей, ну, гидов, проводников, там, водителей нанимал, гостиницу вот, снимал, арендовал. Потом постепенно начал закупать всякие палатки, кастрюли, да, всякие необходимые вещи. Насчет клиентов, расскажи, как они находят тебя вообще? Ну, у меня вот страница на Инстаграме есть и в Фейсбуке. И на Инстаграме я под продвижением вот начал заниматься продвижением, включая платные, и так находят. И у меня есть сайт Oymyakon Tour, www.oymyakontour.com. Да, заходите. Заходите. И, впрочем, то, что я вот занимаюсь вот дальними рейсами, это очень за лето всего лишь 2 рейса, например, на Киселяхе, да, и 1 рейс на Магадан будет. И в августе ко мне на Лабанкыр приедут с Москвы, потом уже в сентябре тоже сплав есть с Лабанкыра до села Арто-Балаган в Oymyakonском Улусе. Это очень интересно. Я сам там гидом-проводником должен ехать с ними. 8 москвичей, и они уже договор уже сделали. Вот это я хочу видео снять, да. Очень интересный маршрут. Влог? Ну, как бы так, да. И залить в YouTube, чтобы посмотрели там, вышли, ну, как бы реклама, чтобы пошла. Это с Лабанкыра мы должны сплавиться на катамаранах. Я думаю, что это очень интересный тур будет. А так, когда вот я не на дальнем рейсе, я здесь вот занимаюсь вот короткими маленькими маршрутами и придумываю еще разные вот, с разными функциями, опциями. Занимается со мной вместе парень из Кобельского Улуса, Григорий Петров. Он недавно закончил университет тоже по туризму. Чего не хватает местного туризма в Якутском? Просто сейчас очень много же вот разговоров среди туризма, да, именно по Якутии. Oymyakon хотят конкретно развить и все такое. И все как в один голос говорят, что не хватает вот этого комфорта. То, что гостиниц там нету, каких-то инфраструктуры нету. Как ты, вот на твое мнение, люди именно за этим гоняются? Ну, как бы, или же наоборот, они хотят быть ближе к природе, там, им вообще не важно, где жить, в палатке там, или в гостинице, в люксовом номере. Если взять вот зарубежный контингент, да, зарубежных туристов, то для них именно вот нужен комфорт, хорошая дорога, комфорт или даже авиарейсы до Oymyakona. И вот везде, там где туристы приходят, они требуют хороший туалет, вот, ванны, душ, да, это комфорт требует, короче. А для местного туриста такой комфорт 80% случаев не нужен. Им нужен просто восхождение, сам процесс им более необходим, да, и они непривередливы. Они могут жить у семей, например, да, вот, снять койко-место. Для иностранцев, например, комфорт нужен, а для наших приемлемая цена и вот, интересные места, восхождение, хороший сплав, например, и хороший гид, работа гида-проводника нужна. Ну и чего не хватает, да? Чего не хватает. Ну, человек, который там чуть ли не каждый день с этим сталкивается, да? Можешь сказать, реально ли вообще там сделать вот такую инфраструктуру, чтобы там туризм развился? Ну, я думаю, что в Oymyakon, например, если взять чисто по Oymyakon, то уже развивается, потому что там уже 2 комфортных гостиницы, один в Oymyakon и один в Тамторе, уже предприниматели построили, там уже внутренний туалет, там душевая, все есть, и тепло, там чисто, комфортно, новые гостиницы. Но они могут за раз принять где-то 14 человек максимум, а остальные гостиницы уже без удобств. И поэтому, если к нам попрут
сразу сотни человек, мы не можем их принять, например, в Аймеконе. А где-то 14 вот, человек в комфорте можно встретить. А у нас холодные месяцы только с середины декабря до середины февраля, 2 месяца получается. И за эти 2 месяца вот, самый пик туристов, иностранных туристов. Больше экстремалы приезжают, наверное, да? За новыми ощущениями. Нет, простые пенсионеры приезжают даже. Да. Да. У них мечта такая вот, у японцев и германцев, у французов. Они простые пенсионеры, и они приезжают, чтобы посмотреть северный, самый холодный край. А экстремалы, они в основном такие вот стандартные туры не берут. Они сразу напрямую с туроператором и заказывают себе уникальный тур. Там, где, например, у стойбища оленеводов, там, кочевать вместе с ними, или на буранах куда-то сгонять далеко вместе с охотниками. И у меня был один турист из Москвы, Алексей. Вот вместе с ним вот съездили очень далеко в стадо, на буранах съездили. Вообще экстремальный тур был. Там холод стоял такой 60 где-то градусов. Там рыбачили, минус 57. Я видео закинул в Facebook. За 3 дня 6500 просмотров было. Я сам удивился. Я там еще этим профессионально не работал, просто так закинул. Я там ни фильмы, там ничего не написал. И в Инстаграме тоже это распространили, там тоже в Инстаграме где-то 7000 за 3 дня просмотров было. И все спрашивали там, кто, где это сделал, и никто не мог ответить. Если бы я там записал, написал бы. Заказов было бы больше. Да, водяным знаком, да. Вот, Аймекон Тур, там, номер телефона, было бы лучше. Как дела обстоят с конкуренцией? Я вот знаю, что несколько турфирм именно этим занимаются, да? Я думаю, конкуренция, это здоровая конкуренция должна быть. Потому что если конкуренции не будет, туроператоры же будут стоять на месте, же будут стоять. Они свой уровень не будут повышать. Уровень комфорта, уровень работы с клиентами. Поэтому конкуренция есть, но не такая сильная, как допустим, в Камчатке, там, в Сахалине. У них тоже говорят, вот, где-то 6-7 лет назад у них ни одного туриста не было. Только десятки, 20 человек за сезон, да? А вот последние 6-5 лет резко вот повысился у них этот поток туристов. И сейчас у них, они уже туроператоры, уже миллиардеры, уже хорошо уже зарабатывают. И Якутия не такая далекая страна, да? Не как Камчатка, как Сахалин. Это почти все равно с Москвы одно и то же, думаю. Поэтому... Соседи, скажи. Да, есть по расстоянию. Камчатка же тоже далекая. Ну да. Поэтому я думаю, что с этим проблемы не будут. То, что Якутия далекая страна или что-то там в том роде. Я думаю, что все нормально у нас, все впереди. И где-то вот 2-3 от силы года осталось, как Якутия уже поднимется по туризму. По моим подсчетам, вот так и будет, я думаю. С точки зрения именно, как сказать, развития региона, Аймекон, думаешь, когда там туризм будет, как повлияет это? Наоборот, есть люди, которые говорят, там сейчас вот разовьется там туризм, и там конкретно экологию испортят, там и все такое. Как ты к этому относишься? Это совсем самое тупое заблуждение, я думаю. То, что туристы придут, уничтожат это, сожрут вот это. А туристы, во-первых, их можно контролировать, чем вот обычных граждан, да? Их можно контролировать. Они без спроса не ловят рыбу, не стреляют нигде. Они за то, что прошли вот какой-то определенный отрезок маршрута, они платят деньги. Следовательно, они могут остановиться где угодно, вот, где-то в лесу в избушке или в Сайлыке, да, в Балагане, например, и заплатить за это деньги местному. А в то же время есть местные люди, да, которые ходят вот, на тракторах, на машинах, вездеходах,
и стреляют круглый год, кого попало. И стреляют там лосей, беременных оленей. И это считается нормой поведения в наших краях на севере. И их никто не штрафует. И при этом они делают такой большой ущерб природе, да? И когда они, например, машина села на дороге, они сразу рубят дерево у дороги. И этим делают, рычаг делают, вытаскивают машину. Вот, и неконтролируемый вред природе делают большой. Больше местные, да, получается? Да, конечно, больше местные. А если например, возьмем оленевода, да, например, он в неделю один раз, в месяц, как минимум 2 раза заезжает в поселок. Это 80-100 километров на буране. У него зарплата 20 тысяч рублей. А бензин, он на один конец 40 литров жрет этот буран. Туда-обратно 80. Еще чтобы там в стойбище смотреть за оленями, нужно еще сотни литров. И чисто только зарплата, у него только на бензин уйдет и на запчасти. И то не хватит. Поэтому они из-за необходимости охотятся на диких оленей, продают мясо и на это покупают бензин, запчасти, продукты, да? А если допустим, придут туристы, они захотят увидеть это стадо, оленей хотят увидеть, да, незавершающие реки, там, лесотундру хотят увидеть, там где-то порыбачить, то он за 50, за 60 тысяч рублей возьмет 2 туристов, увезет туда. У него не только он перекроет свои расходы, но и в плюсе останется. Он заработает себе на один рейс где-то 30-40 тысяч. И вообще будет для всех хорошо. Для них хорошо будет. И ему не будет необходимо где-то убивать на стороне, да, дикого оленя, где-то лося стрелять. У него все будет же. Поэтому туризм – это единственный выход спасти родной край, лес и диких животных. И можно начать зарабатывать местным. Местные люди уже могут где-то расселить, там, гостиницу строить, подработать там тем самым. И местные ребята уже без корочки даже могут подрабатывать шерпами, проводниками. Уже с 10 класса могут пробовать. Они же местный лес знают и могут за деньги так подрабатывать. Этой весной будет фестиваль «Полюс холода» в Аймеконе. Потом летом уже сделаем 2 рейса в Аймеконские Киселяхи, Таскостабыт. И потом поедем в Магадан. И местным туристам это будет очень интересно и не очень дорого, за приемлемую цену. Я, если что, собираю группу. Найдите мой сайт www. Да, ссылку сделаем в описании. almekon-tour.com. Еще Аймекон Тур в Инстаграме моя страница, Аймекон Тур тоже в Фейсбуке. Там можете записаться на рейс. Я вам скину программу. А так, хочу, чтобы туризм развился. Еще есть такой факт, да. Сейчас все местные туристы уже ходят по Абулусам, по Оленским столбам. Они набираются опыта, они же не просто так ходят. Они набираются опыта. Сейчас уже через 1-2 года им все это надоест уже. Они все уже узнают, все увидят. И они уже начинают понимать, что туризм это интересно и для здоровья хорошо, для семьи хорошо, чтобы гулять вместе с семьей, да. Все это положительно влияет на все, на здоровье, на семью. Поэтому наберутся опыта и скоро все поедут в Аймекон. Потому что там хорошая трасса, хорошая дорога, там гостиница, и уже туризм развивается. Мы умеем, у нас есть опыт встретить гостей, да? И у нас есть хорошие доступные горы, и реки, рыбалка, все есть.
Так что да, всех так приглашаем. Что, да, и приглашаем и уверен, что туризм в будущем будет развиваться очень мощным темпом. А так... Вот такая у нас интересная беседа состоялась. Все полезные ссылки, как найти Максима, я укажу внизу в описании. Также там будут ссылки еще и на мои социальные сети. Если вы хотите заказать рекламный ролик по приемлемой цене и что-нибудь такое интересное, инфографику сделать, добро пожаловать, заходите. До следующей встречи. Всем пока.